добрый день. Александр Николаевич Кимкимен пригласил меня принять участие на сегодняшнем круглом столе. И я с благодарностью принял это приглашение, потому что я считаю, что колледж инновационных технологий это практически вы должны быть более продвинутыми, более такими передовыми, той молодежи, которая находится на острие тех событий, тех технологий, которые развиваются сегодня. Это я был в 8 классе Покровской средней школы, это во дворе нашего интерната. Александр Николаевич меня помнит таким. У меня был рост вообще меньше метр 40 в 8 классе. Был очень маленький рост. И я после школы поступил в морское училище. И в 1982 году впервые посетил Арктику. Я стою в порту Певек в Чукотке. Это в 1986 году на практике мы были во Вьетнаме, возле Нячанга, известный курорт. И там мы стоим рядом с вьетнамскими детьми. Я такой худой, что практически похож на вьетнамца. Это наша группа. И я единственный азиат в группе, в роте, на курсе нашего морского училища. И после завершения я работал на судах Якутского производственного объединения морского транспорта. Это потом было названо Арктическим морским пароходством. Стоим на мостике теплохода Валерий Кузьмин. И так получилось, что в 1991 году Михаил Ефимович Николаев искал кандидатуры для того, чтобы создать ассоциацию сахо-японского сотрудничества. И я когда учился в морском училище, работал на флоте, я самостоятельно изучал японский язык. И так получилось, что в 1991 году в Якутии было всего 3 человека, которые знали японский язык. Это был Анатолий Яковлев, выпускник МГУ, Института стран Азии и Африки, экономист-международник. Был Дмитрий Оконечников, он тоже наш земляк с Володарского Луса. Он заканчивал Восточный факультет Дальневосточного университета во Владивостоке. Он был профессиональный переводчик с японского. И третьим был я, самоучка. И так получилось, что меня назначили генеральным директором ассоциации. И в 1993 году мы создали представительство в Японии. И с Анатолием Яковлевым уехали жить в Японию. И за 7 лет работы в Японии одним из наших таких успехов я считаю то, что мы смогли организовать встречу нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева с премьер-министром Японии господином Кейдзо Огучи. Они стоят рядом с Кейдзо Огучи стоит Анатолий Яковлев, а справа стою я, и самый крайний справа это господин Мунео Судзуки, который в 2018 году приезжал в Якутск по моему приглашению. Он тогда был заместителем руководителя генерального секретаря правительства Японии. И в 2014 году мы принимали участие на презентации боевых искусств России в Японии, и на приеме нам удалось нашей якутской делегации сфотографироваться с господином Абе Синдзо, премьер-министром Японии, который, к сожалению, в прошлом году был убит во время предвыборного выступления. И так получилось, что я потом поступил на работу в Алмаз-Эргенбанк. И до этого момента я был абсолютно далек от социальных сетей и так далее. Хотя, конечно, интернетом я занимался с 1994 года, но от социальных сетей был далек. И мои коллеги из Алмаз-Эргенбанка меня научили, как пользоваться социальными сетями. И сейчас я активный пользователь ВКонтакте. Это моя страница.
И там у меня сейчас более 8 тысяч подписчиков ВКонтакте. Вот. И то же самое я зарегистрировался в Одноклассниках. И сейчас у меня там более 4000 подписчиков в Одноклассниках. Вот. И в 2013 году, ровно 10 лет назад, мой сын Марат, ему тогда было 9 лет, он меня научил пользоваться YouTube. То есть, видите, все последние технологии учат молодые. Потому что наше поколение все-таки мы немного отстаем, но нам надо как бы поспевать за временем. И сын меня научил, как пользоваться YouTube, как заливать видео, там так далее. Он свой канал тогда создал. Но вот я не забросил свой канал, да, и сейчас являюсь активным пользователем YouTube. У меня 9500 подписчиков. Вот, поэтому я вас призываю подписаться на мой аккаунт в этом YouTube. Ник Бара или Николай Бармыгин. Просто вот там. Если в интернет зайдете, то очень много страниц появляется, да, обо мне. И здесь это самое интересное, я хотел бы отметить, что больше всего просмотров набрал ролик о бое Хабиба с Макгрегором. Вот этот, как бой без правил, ММА. И я смотрел во Владивостоке на экране, и зрители очень бурно реагировали. И очень активно бежали русские женщины во Владивостоке. И этот ролик набрал очень много просмотров, и одно время у меня среди моих зрителей 90% занимали молодые мужчины из Кавказа, которые писали комменты «Молодца, Дальний Восток, ура!» там так далее, потому что женщины очень активно визжали, это все записалось, и этот ролик набрал 136 тысяч просмотров. Вот самый такой популярный ролик. Вот, и я в 2014 году, вот, после встречи с господином Синзо Абе, меня пригласили в Якатуру, дневники, чтобы я писал в дневниках, и вот я был активным пользователем дневников, вот, и там самое большое число просмотров там достигало 45 тысяч. Я сделал пост с фотографиями Батагайского провала. Это недалеко от поселка Батагай, в 15 километрах, протекает речка Батагайка. И в 1950-х годах там возле речки проложили дорогу. Вот 70 лет назад проложили дорогу, и сейчас вот эта дорога вызвала оттайку, и там находится кратер глубиной более 200 метров, является крупнейшим кратером в мире. Вот, и вот этот пост набрал более 40 тысяч просмотров. Вот, и я потом обратил внимание, что я очень много пишу. Вот, мои посты смотрят порядка 5000 человек. И получается, если в Якутуру ежедневно было порядка 25 тысяч посетителей, то из них 20%, около 5000, смотрели мои посты. То есть, получается, я им давал большой поток как зрителей, да, там, вьюеров, да? Вот, и поэтому я принял решение создать свой блог и открыл свой сайт, вот, nickbara.ru. Там где-то порядка уже накопилось за 3 года около 1500 постов, и там больше всего просмотров набрал пост о том, как я лежал в больнице с ковидом. Ага. Там где-то порядка 125 тысяч просмотров набрал. Вот. И, но сейчас получается таким образом, что вот мои посты, которые я публикую, да, то они в первый день, ну, первые сутки набирают от 1000 до 1500 просмотров в среднем. Вот. Некоторые, конечно, более популярны, некоторые меньше, но я очень активно занимаюсь этим блогом. Ага. Так, и то, что у меня не пошло, это вот я в Telegram открыл свой аккаунт,
И у меня все-таки получается как бы манера публикования постов и так далее не совсем соответствует Телеграмму, и Телеграм у меня не пошел. У меня всего 94 подписчика на Телеграме. Вот. Уже 95. О, спасибо, спасибо. Ага, и вот этот самый, также я зарегистрировался на Дзен. На Дзен он все-таки до того, как Яндекс не ушел, он был очень интересным. Сейчас, конечно, формат немного меняется. Сейчас ВК практически позволяет у себя на странице писать такие посты и так далее. Поэтому судьба Дзен дальнейшая неизвестна. Но там надо писать текстовые посты. То есть вот свои впечатления там так далее. То есть вот короткие текстовые посты. А я люблю все-таки с фотографиями, с видео там так далее. То есть и мультимедийные посты, они не очень подходят для Дзен. Ага. Вот. И сейчас я работаю в Малой академии наук Республики Саха-Якутия. Ага. Вот Екатерина знает, мы с ней встречались на мероприятиях киномании. Вот, и мы там открыли госпаблик по требованию российского законодательства и активно продвигаем. Вот, но где-то за 2 месяца сейчас уже 90 подписчиков у нас есть. Вот, но там все-таки я внес свои дополнения, потому что есть нормальный вот видеохостинг ВК-видео. То есть, если вы, например, начинаете заниматься видео, у вас есть сейчас 2 пути, да? Или открыть в YouTube свой аккаунт, или второй ВК-видео. Но этот самый дальше, да? Ага. Что касается цифровых технологий и так далее, блогерства, то есть надо понимать, что новые цифровые технологии, они настроены таким образом, что победитель получает все. И монетизировать свои блоги, свои видео там так далее могут максимум 2-3% от авторов. Поэтому нельзя сразу считать, что вот если вы начнете что-то публиковать, и это будут сразу смотреть, и вы будете зарабатывать большие деньги. Да? То есть это, если вы открываете сайт, то есть поисковики Google и Яндекс, они начинают вас индексировать только через полгода. То есть вы открыли сайт, вы должны через каждые 2-3 дня публиковать посты, но их не будет видно в поисковиках в течение полугода. То есть вот терпение. И второе, да, что касается монетизации социальных сетей там так далее. ВК начала сейчас такую политику монетизации, но для того, чтобы начать монетизацию своих видео и своих постов в ВК, вам надо набрать не менее 10 тысяч подписчиков. То есть, понимаете, то есть набрать 10 тысяч подписчиков за короткий срок, это надо быть очень талантливым человеком, или вам должно крупно повести. Поэтому вот опыт блогеров республики, вот Панда Саха, да, вот Вячеслава Бродникова, клевая рыбалка, да, Олеся, вот этого Гончаренко, по-моему, там вот, который в Нюрбе был, да, вот это уникальные люди, которые смогли зацепить, да, своим контентом республики внимание зрителей со всего мира. Вот. И в завершение я хотел бы сказать, что сейчас очень сложное время для СМИ. Практически каждый может публиковать все, что он хочет в социальных сетях. Вот. И как уже было сказано, Telegram является очень таким сильным новостным таким каналом распространения информации, и очень сложно конкурировать. Даже телевидение сейчас оно не является таким популярным и массовым средством массовой информации, как раньше. Поэтому вот многое зависит от блогеров, многое зависит от простых обычных людей. Вот. И то, что вы будете публиковать, это будет в открытом доступе в интернете, и люди со всего мира могут читать, да, все, что вы написали.
Поэтому надо всегда как-то помнить об этом, надо иметь какую-то внутреннюю ответственность. И самое главное, перед тем, как публиковать в интернете, вам надо изучить российское законодательство, которое на данном этапе является очень суровым и очень сложным для тех, кто публикует всякие лайки, комменты и так далее в интернете. Поэтому перед тем, как что-то сделать в интернете, вы 3 раза подумайте, потому что все логи сохраняются, все ваши действия под контролем, и главное, кто их отслеживает, вы не можете знать до того момента, пока к вам, как говорится, не обратятся. Поэтому, но не заканчивая на грустной ноте, все-таки вот я считаю, что вы, как колледж инновационных технологий, да, ребята, вы должны быть блогерами, вы должны быть креаторами, вы должны создавать новый контент, и самое главное, вы должны быть сами интересными, яркими людьми, чтобы другим людям было бы интересно смотреть, да, то, что вы создаете, как вы живете. Даже, может быть, помните, в запрещенном нынче, запрещенограмме раньше было популярно «кто что ест», да, то есть это вот, например, людям очень интересно, кто что кушает и так далее. Поэтому желаю вам творческих успехов, развития и, самое главное, работаете над собой. Спасибо. Большое спасибо, Николай Андреевич. Ну, у нас формат такой, спикерам мы задаем вопросы, вы можете пока оставаться на трибуне во всей красе, как говорится, да? Ребята, пока думайте насчет своих вопросов, я пока задам первый вопрос. Николай Андреевич, вот касательно языка общения, да? Ну вот я с Пандой Саха позавчера разговаривал целый час, уговаривал, чтобы вот сюда пришел. Но у него нет, говорит, пока навыков общения с аудиторией, потому что я как человек консервативный, я только вот то, что умею, то отрабатываю, да? И, он поделился определенными своими секретами и так далее, да? Но вот он говорит, языковый барьер – это самое такое большое препятствие для блогеров. Поэтому он пошел по принципу Чарли Чаплина. Немое кино, знаете, да? Немое кино. И вот он делает короткие вот видео и без комментариев, без писанины. Но по всем действиям люди видят, что он делает и для чего это делает. Понимаете? И вот у меня вопрос к вам с точки зрения, вы же в совершенстве владеете английскими, японскими языками. Вот думали ли вы о том, чтобы свои посты вот публиковать на их языках? Или сейчас настолько технологии развиты, что русские тексты они все читают с помощью Google переводчиков? Да, тут вот я хотел бы сказать, во-первых, тут получается 2 вопроса. Да. Первое, это что я думаю про Панду Саха, да, который имеет более 2 миллионов подписчиков в YouTube, у которого более 3 миллиардов просмотров роликов. То есть, вот, как говорят, да, есть русская пословица «краткость сестра таланта». То есть он делает шортс, то есть ролик 60 секунд, менее 60 секунд. И этот ролик он делает без слов. И у него очень сильная команда, вот он сам хорошо планирует ролики, и тот, кто делает монтаж роликов, да, это действительно очень талантливый человек. Потому что вот за минуту без слов показать что-то вот о нашей жизни, это действительно это уникально. То есть это то, что вот мало кто сможет повторить. И самое главное, если Панда Саха уже показал, то второму человеку там делать нечего, получается. Как я уже говорил, 2% только выигрывает, 98% не выигрывает. Вот. И что касается перевода, да, на иностранные языки, то есть вот текстовые вот сайты, да, то есть если вы вот в Яндекс зайдете, откроете англоязычную страницу, Яндекс начинает навязчиво предлагать
перевести это на русский язык. Если вы нажимаете кнопку, он потом перестает показывать вам на английском. Он сразу это все переводит и показывает на русском языке. Ага. Вот более 10 лет назад мой друг господин Конно Ясухира приезжал в Якутск, и в один из приездов он мне сказал, что сейчас в мире идет такая тенденция, что везде будет машинный перевод. И сейчас практически, да, обычному человеку, зная то, что вот у него и будут переводчик, который будет озвучивать вот слова там и так далее, то есть нет смысла изучать иностранные языки уже. То есть, и он говорил, сейчас самое вот востребованное это изучать местные, родные языки. Вот как наш якутский язык, да, для которого нет такого хорошего машинного перевода, да, на другие языки. То есть это интересно. А русский язык, он занимает 4-е место в интернете по популярности. И есть очень много систем машинного перевода, которые позволяют переводить это на английский, на японский, на китайский, ну, на любой язык. Поэтому получается, что если вы печатаете посты на русском языке, они доступны практически 90% жителей мира. Да, вот про панду. На самом деле, вот Вячеслав, он выпускник Чурапчинского института физкультуры, а не какого-то отделения журналистики, понимаете? И супруга у него тоже училась в Чурапчинском институте физкультуры, а потом закончила Якутский сельхозтехникум по земельным вопросам, она специалист. И 2 сыновей, вот Урсун, а они вот их команда, вот никаких других членов команды нет. Вот семья, и вот они сейчас заточены вот на это дело. Понимаете? Вот. Ну, это тоже, как вы говорите, люди талантливые. Да. Давайте, ребята, вопросы у кого есть, пожалуйста. Пожалуйста. Николай Андреевич, меня зовут Андрей, я студент колледжа, Якутского колледжа информационных технологий. Вот у меня вопрос, вот вы себя считаете блогером, скажем? Да? Да, я считаю себя блогером, и вот я же говорю, что я человек, скажем так, старшего среднего возраста, старшего среднего, чуть ли не пожилого возраста, но меня вот взяли в Малую академию наук в качестве прессы, да, то есть вот это благодаря тому, что вот я смог освоить блогерство. Все хорошо, вот в моем понимании блогер это лидер общества, потому что сейчас, не каждый человек может взять и там начать снимать, выкладывать посты, выкладывать свои фотографии. Сейчас люди стали более зажатыми, что ли. Все таят все в себе, а вы все это вылаживаете. Вот как вы считаете, своими постами вы можете настроить людей на что-либо? Тут я бы с вами не согласился, потому что сейчас вот социальные сети и интернет позволяют любому человеку снимать и выкладывать. То есть сейчас полная свобода на самом деле, да, выражения своих мыслей. Но согласен с вами в том, что будут ли вас читать. Вот это самое главное, да. Надо как-то задеть душу, да, и привлечь внимание зрителей. Вот это самое важное. Вот в этом я с вами полностью согласен. Вот, и что касается, могу ли я, да я вот на самом деле особо такой цели перед собой не ставлю, да, но вот веду блог, как вот в старом якутском смысле, вот помните, вот якут, говорит, поет песню. Ага. А какую песню он поет? То, что вижу, то пою. Ага. Поэтому у меня вот посты о тех событиях в жизни, которые связаны со мной или которые меня заинтересовали, там, и так далее. Вот. Но что касается влияния, да, то в этом году до конца мая проходило онлайн-голосование по открытию скверов в городе Якутске. Вот, и я поддержал инициативу жителей села Сымах Мегино-Кангаласского улуса о том, чтобы в городе Якутск был
сквер имени первого героя Советского Союза из народа Саха Федора Попова. Вот. И я оказал пассивную помощь, поместил видео в интернете, поместил ряд постов, и мы смогли занять первое место в онлайн-голосовании. То есть, в принципе, я могу сказать, что какое-то воздействие, да, на общество, оказывается, я могу оказать. Да? То есть я проверил, есть такое воздействие. Спасибо. Так, Николай Андреевич, я думаю, что вот ребята здесь, которые сидят, они немножко скромные, молчат, да, но с другой стороны, они очень толковые. И у вас может быть некая коллаборация с ними, да? Да. Если вы в какой-то контакт, потому что ваше выступление было очень интересным. И вот когда я разговаривал с Пандой Саха насчет его миссии, да, то что я много езжу по миру, вот в сентябре я участвовал в проведении чемпионата мира по масс-рейтингу, и там ко мне подходили Индия, Бангладеш. В Москве я когда езжу на Яндекс.Такси, представители разных национальностей, все спрашивают: Панда Саха якут? Да, я говорю, якут. Как он? Хорошо. И они про нашу якутскую жизнь узнали очень много. И стали фанатами Якутии. Это тоже будет, соответственно, работать на пропаганду туризма в Якутии, понимаете? Да. Потому что хотят есть якутскую еду, хотят как-то испытать якутский холод и так далее.